Рассматривается дело Айгерим Асанова против Бектура Асанова. После прекращения брачных отношений и раздела совместно нажитого имущества Бектур Асанов хочет, чтобы одна из дочерей постоянно проживала с ним. Но Айгерим Асанова считает, что обе дочери должны остаться с матерью. Здравствуйте. Здравствуйте. Асанова Айгерим обратилась с иском о расторжении брака и определении места жительства детей. Данное исковое заявление принято к производству суда, в связи с чем вы приглашены на беседу. Айгерим Асанова, имеются ли у вас дополнительные доказательства, которые необходимо приобщить к делу? Пока не имею. Ответчик. Суд вручает вам копию искового заявления и приложенных к нему документов. Я разъясняю вам, что вы вправе предоставить суду письменные возражения и доказательства, опровергающие доводы истца. Получите копию искового заявления и распишитесь. Айгерим и Бектур, до рассмотрения дела у вас есть время для мирного урегулирования спора. Более 10 лет назад Айгерим и Бектур поженились, надеясь прожить счастливую жизнь. Но со временем они охладели друг другу, и началась бесконечная череда ссор. Я, как женщина, приложила много усилий сохранить свою семью. Чего только я не делала и терпела. Но кому к недопониманию, между нами все рос и рос. За это время в семье Асановых родились две девочки, Назгуль и Эльвира. Несмотря на их рождение, супруги решили, что их пути расходятся. Я не понимаю, в какой момент между нами пробежала черная кошка. Те дни, когда мы поженились, для меня самые счастливые и святые. Откуда ни возьмись, мы начали ругаться. Или слишком рано поженились, не знаю. За семью Асановых переживают и их друзья. Они не понимают, как такая, казалось бы, счастливая пара с двумя детьми на грани развода. Мы их пытались помирить и подумать о детях, а они ни в какую. Каждый стоит на своем и на компромисс идти не хотят. У них растут прекрасные девочки, воспитанные, умные. Бектур хочет, чтобы младшая жила с ним, но ведь сестры привязаны друг к другу. Мы боимся, что это сильно ударит по их психике. Одного развода уже достаточно. Супруги хоть и живут раздельно, но их брак официально еще не расторгнут. И вопрос, с кем останутся дети, остается открытым. Девочки всегда ближе к матери, сами знаете. Сейчас у девочек такой возраст, когда им нужна постоянная поддержка родителей. И особенно они нуждаются в поддержке матери. Я прилагаю все усилия, чтобы не травмировать их. Но отец двоих несовершеннолетних девочек другого мнения. Старшая похожа на маму, а младшая моя копия. И внешностью, и характером. Но Айгерим хочет оставить девочек себе. Я против этого. Я так же, как и она, могу обеспечить детей. Айгерим и Бектур разделили между собой совместно нажитое имущество добровольно. Единственным камнем преткновения между ними являются двое несовершеннолетних детей. За решением этого нелегкого вопроса они обратились в суд. Прошу встать, суд идет. Здравствуйте, присаживайтесь. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Асановой к Асанову о расторжении брака и определении места жительства детей. Секретарь, доложите, пожалуйста, о явке участников на судебное заседание. В судебное заседание явились истица Асанова Айгерим, адвокат истицы Мусыралиев Мирслан, ответчик Асанов Бектур, адвокат ответчика Сардарбекова Айнагуль, представитель отдела по защите семьи и детей районного управления социального развития Рыскулова Нургуль. Документы, подтверждающие личность, а также ордера на ведение дела представлены. Ваши фамилия, имя, отчество, место жительства, работы.
Асанова Айгерим Мактыбековна, 1982 года рождения. Проживаю я улица Линейная, 35, квартира 43. Работаю учителем кыргызского языка и литературы в школе-гимназии номер 1. Ответчик. Ваши правильные фамилия, имя, отчество, место жительства, работы. Асанов Бектур Исмаилович, 1979 года рождения. Проживаю в улице Гагарина, 84, квартира 11. Я индивидуальный предприниматель, занимаюсь изготовлением мягкой мебели. Объявляется состав суда. Председательствующий судья Базаркулов Камильдин Кушубекович. Секретарь Алмазбекова Джипар. Доверяете суду? Имеется ли отвод по составу суда? Суду доверяю. Доверяю, Ваша честь. Доверяю. Доверяю. Разъясняю вам ваши процессуальные права, предусмотренные статьей 35 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики. Вы имеете право знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам, и пользоваться другими процессуальными правами. Также вы обязаны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими процессуальными правами и выполнять свои процессуальные обязанности. Ваши процессуальные права вам ясны? Имеются ли у вас ходатайства? Да, процессуальные права мне ясны. Ходатайств не имею. Права ясны, ходатайств не имею. Процессуальные права ясны. Процессуальные права понятны, но у меня ходатайство, Ваша честь. Я прошу приобщить к материалам дела акт обследования жилищных условий ответчика, справку о его заработной плате и допросить в качестве свидетеля маму моего доверителя Асанову Канымбюбю, которая может подтвердить, что он в состоянии создать все необходимые условия для содержания и воспитания ребенка. Она здесь и ждет приглашения. Я поддерживаю ходатайство адвоката. Спасибо, садитесь. Юстиция. Есть ли возражения по заявленному ходатайству? Да, Ваша честь, я поддерживаю исковые требования. Нет, не возражаю. Суд определил. Заявленное ходатайство адвоката ответчика удовлетворить. Приобщить к материалам дела акт обследования жилищных условий ответчика, справку о заработной плате и допросить заявленного свидетеля. Секретарь, передайте копию документов истицы. Оглашается исковое заявление. Стороны состоят в зарегистрированном браке с 12 января 2001 года. У них двое несовершеннолетних детей. Эльвира 2003 года и Назгуль 2005 года рождения. Частые ссоры между супругами привели к утрате уважения друг к другу, что привело в дальнейшем к прекращению супружеских отношений. С 2013 года супруги живут раздельно. После прекращения брака дети проживают с истицей, которая имеет в собственности благоустроенную двухкомнатную квартиру, работают учителем в гимназии, дети обучаются там же и очень привязаны к ней. Она проявляет постоянное внимание и заботу о детях, так как бывший супруг в их воспитании и материальном содержании участия не принимает. В этой связи истица просит расторгнуть брак и определить место жительства детей с ней по ее месту жительства. Истица, исковые требования поддерживаете? Да, Ваша честь, я поддерживаю исковые требования. Ответчик, вы признаете исковые требования? Исковые требования признаю частично. Согласен на расторжение брака, но прошу определить место жительства младшей дочери со мной по моему месту жительства. Истица, что можете пояснить по существу предъявленных исковых требований? С 12 января 2001 года состою в зарегистрированном браке с ответчиком. У нас двое несовершеннолетних детей. Совместная жизнь с ответчиком не сложилась, так как между нами нет взаимопонимания по вопросам семейной жизни. На этой почве мы часто ссорились, потеряли уважение друг к другу, в связи с чем мы вообще прекратили совместную жизнь.
Дальнейшая совместная жизнь между нами невозможна. После прекращения брака дети проживают со мной. У нас двухкомнатная квартира. Я работаю учителем в школе-гимназии номер 1. Дети обучаются в гимназии, где я преподаю. Они очень привязаны ко мне. Постоянное внимание, забота о них лежат на мне, так как бывший супруг участия в их воспитании, материальном содержании не принимает. Я не согласна с мнением ответчика об определении места жительства младшей дочери с ним, так как он не сможет надлежащим образом ухаживать за девочкой. К ней нужен особый подход. Режим моей работы позволяет мне уделять детям достаточно времени. 10 лет – это возраст перемен. Ребенок находится на границе между старшим дошкольником и младшим школьником. У нее заметно меняется поведение, характер, поэтому я против, чтобы она жила с ответчиком. Но я не препятствую ответчику в общении с детьми. Они его тоже любят. Я не против общения ответчика с детьми. Согласна, чтобы на выходные, праздники они посещали отца и бабушку, но жить они должны со мной. Я прошу расторгнуть брак между мной и ответчиком, определить место жительства детей со мной по моему месту жительства. У вас есть вопросы? Спасибо, Ваша честь. Скажите, с какого времени вы не проживаете совместно? С августа 2013 года супружеские отношения между нами прекращены. Имеется ли между вами спор о разделе имущества? Совместное нажитое имущество мы разделили добровольно. Я не имею к нему претензий. Скажите, пожалуйста, оказывает ли ответчик помощь на содержание детей? Мы договаривались, что он будет оказывать помощь добровольно. И вначале он свое слово держал, но потом помощь прекратилась. А вы обращались в суд с заявлением об взыскании алиментов? Не обращалась. Скажите, пожалуйста, проведывает ли ответчик детей? Нет, в последнее время он с детьми связь не поддерживает. А как дети относятся к ответчику? Девочки любят своего отца, и он любит их. У меня больше нет вопросов. У вас есть вопросы? Почему ты настраиваешь младшую дочку против меня? В последнюю нашу встречу она не захотела со мной погулять. Я ни в коем случае не настраиваю ребенка против тебя. Просто в тот день у нее было недомогание, поэтому она капризничала. Она тебя ждала на следующий день, но ты не пришел. Почему вы считаете, что ответчик не справится с воспитанием младшей дочери? Просто к девочкам нужен особый подход. Много уделять времени и внимания, заниматься с ней. Я не против, чтобы Бектур чаще общался с дочками, участвовал в их воспитании, но жить им будет лучше с матерью. А почему дети на летних каникулах не могут проживать со мной? Я хочу их повезти на отдых. Как мне поступить, если суд примет решение, чтобы дети жили с тобой? Да пойми ты, я не против общения детей с тобой. Согласна даже отпустить их к тебе на летние каникулы. Но девочки не должны страдать от того, что мы не понимаем друг друга. Соблюдайте порядок судебного процесса. Айгерим Асанова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Бектуром Асановым и определении места жительства двоих несовершеннолетних дочерей. Она просит у суда оставить детей у нее, но бывший супруг настаивает, чтобы младшая дочь Назгуль жила с ним. Слово предоставляется вам, ответчик. Что можете пояснить по существу предъявленных исковых требований? С истицей состоим в зарегистрированном браке, у нас 2 несовершеннолетних дочери. После прекращения брака они остались проживать с матерью. Я оказывал вам материальную помощь добровольно, но в последний год у меня были проблемы с работой, и я им не помогал. Сейчас я имею налаженный бизнес и буду добровольно оказывать материальную помощь на содержание детей. Младшая дочка мне сильно привязана. Вот даже по фотографии видно, как она сильно похожа на меня. Я просил бы суд определить ее место жительства со мной. Я не имею вредных привычек, у меня хорошие жилищные условия.
Мама пенсионерка, в прошлом педагог, она будет мне помогать. Скажите, пожалуйста, возможно ли между вами примирение? Может быть, вы все-таки помиритесь и будете вместе с супругой воспитывать детей? Нет, совместная жизнь у нас уже не получится. Мы уже не раз расходились и сходились, и потом мирились и возобновляли отношения, но ненадолго. Ваша младшая дочь желает с вами проживать? Младшая дочь привязана ко мне. Думаю, она не будет против. Она очень любит свою бабушку, мою маму, а она ее. А кто будет заниматься с ребенком в случае, если младшая дочь будет проживать с вами? Ведь вы иногда работаете по выходным и вообще целый день на работе. Я проживаю с мамой. Она пенсионерка, в прошлом педагог. И в мое отсутствие заниматься ребенком будет она. Почему вы не оказывали материальную помощь на содержание детей? Я помогал детям, просто в какой-то период у меня были проблемы с работой. Сейчас у меня хорошая работа, имею постоянный заработок и буду помогать дочкам. Вот вы проживаете с матерью. А какие у вас жилищные условия? Все, слава богу. Кстати, я краем уха слышала, что у тебя новые отношения. Ты подумал, как будет нашей дочери, когда ты женишься и приведешь в дом чужую женщину, и у вас появятся свои дети? Это все слухи. В ближайшее время я не планирую каких-либо серьезных отношений. Сколько раз говорил, не слушай сплетни. Я занят сейчас мыслями о будущем наших детей. Хочешь верь, а хочешь не верь. Стороны, не забывайте, что вы находитесь в суде. В случае повторения я вынужден буду принять меры к нарушителям порядка. Еще есть вопросы? Слово предоставляется представителю отдела по поддержке семьи и детей районного управления социального развития. К нам обратилась истица с просьбой провести обследование жилищно-бытовых условий и пояснила, что обратилась с иском о расторжении брака и хочет определить место жительства своих несовершеннолетних детей с ней, по ее месту жительства. Нами было проведено исследование жилищно-бытовых условий истицы. Я беседовала с детьми. Они высказали свое желание жить с матерью. При этом они очень любят своего отца и желают общаться с ним. Однако он не уделяет им внимания, дети скучают. В последнее время ответчик детей не навещает, участие в их воспитании не принимает. Мама девочек создала все необходимые условия для их проживания и развития. У них отдельная комната, есть место для занятий и отдыха. Они учатся в школе-гимназии, где, кстати, преподает их мама. Также с просьбой провести обследование жилищно-бытовых условий к нам обратился Асанов Бектур. Из акта обследования жилищно-бытовых условий видно, что он проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире с матерью-пенсионеркой. Асанов работает. Заработная плата составляет 25 тысяч сомов. Отзывы соседей по месту жительства положительные. Ваша честь, детям 11 и 14 лет. Они находятся в таком возрасте, когда им необходимо постоянное внимание со стороны матери. Отец детей также имеет равные права и обязанности по воспитанию и содержанию детей, на общение с ними. В ходе беседы с мамой девочек мы выяснили, что она не препятствует отцу в общении с детьми, наоборот, хочет, чтобы отец больше времени уделял детям. Исходя из интересов детей, мы склоняемся к мнению о том, что проживание детей после расторжения брака следует определить с матерью. А почему нельзя спросить у самой Назгуль, с кем она хочет жить? С папой или с мамой? Мнение ребенка о том, с кем из родителей он желает проживать, спрашивается у него по достижении им 10 лет.
Ваша честь, я прошу опросить Назгуль Асанову в судебном заседании и выслушать ее мнение, с кем из родителей она хочет проживать. Будут вопросы к представителю отдела по защите детей и семьи? Нет, Ваша Ваша честь. честь. Вы можете занять место в зале. Истица, вы не против опроса ребенка? Я не хотела бы травмировать ребенка. Но если суд посчитает необходимым, то, конечно, я не против. Я согласен с мнением истицы. Суд определил заявленное ходатайство ответчика удовлетворить. Пригласите Назгуль. Назгуль Асанова, зайдите. Опрашивается несовершеннолетняя Асанова Назгуль в присутствии законного представителя Асановой Айгерим. Назгуль, расскажи о себе. Меня зовут Назгуль Асанова, мне 11 лет. Учусь в 5 классе в школе-гимназии. А какие предметы тебе нравятся больше? Я люблю рисование и литературу. А с кем ты живешь? Я живу с сестрой и мамой. Папа живет отдельно от нас с бабушкой, но он приезжает к нам в гости. А вы ходите в гости к ним? Да, иногда мы ездим к нему, когда у нас выходные. А если папа предложит тебе жить постоянно с ним, что бы ты выбрала? Я не знаю, как мне быть. С мамой и Эльвирой мне хорошо. А кто такая Эльвира? Это моя сестра. Расскажи о ней. Мы вместе с Эльвирой делаем уроки. Мама мне помогает с задачками. У нас красивая большая комната, где мы играемся и спим. А с папой и бабушкой мне тоже весело. Очень люблю ходить с папой в парке, кататься на аттракционах. А с бабушкой мы рисуем, и она вкусно готовит. А с кем бы ты хотела жить? С мамой или с папой? Я люблю и папу, и маму, и мне очень хочется, чтобы они жили дружно. Имеются ли еще вопросы у участников процесса? Вопросов нет, Ваша честь. Нет, Ваша честь. Назгуль, ты можешь быть свободна. Секретарь, пригласите свидетеля Асанову Канымбю. Канымбю Асанова, входите. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства и работы. Асанова Канымбю, 1955 года рождения. Я на пенсии. Проживаю улица Гагарина, 84, квартира 11. Суд предупреждает вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний и за отказ от дачи показаний по статьям 330 и 331 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Вам понятно? Понятно. Тогда распишитесь. Ваши вопросы к свидетелю. Сможет ли ваш сын заниматься воспитанием младшей дочери, если суд позволит им жить вместе? Ну, конечно, он очень заботливый отец. Обе дочери привязаны к отцу, но младшая побольше. Когда сын со снохой жили вместе, дети оставались под моим присмотром. Я ведь тоже до пенсии работала учителем в школе. И знаю, как найти общий язык с подростками. Я люблю своих внучек, и они любят меня. К сожалению, после их развода мы стали реже видеться. Сможет ли ваш сын создать условия для нормального проживания, развития и воспитания ребенка? Да, у нас хорошая, благоустроенная квартира, сын работает, у него стабильный заработок. Мы живем дружно. Я слежу за чистотой, порядком в квартире. И если бы младшую дочку передали на воспитание моему сыну, у нее были бы все условия. Вы сами сказали, что у вас двухкомнатная квартира. В случае, если ребенок останется с вами, где она будет жить? Ой, Ваша честь, когда они приезжают к нам, они спят в моей комнате.
А если Назгуль будет жить с нами, то я готова освободить комнату, переселиться на кухню. Мне для нее ничего не жалко. У меня вопрос, Ваша честь. Задавайте. Уважаемая Канембюбю Асановна, как вы представляете себе жизнь на кухне? Прекрасно представляю, мы с сыном уже обсуждали этот вопрос и решили сделать перепланировку, чтобы было удобно всем. Хорошо, сейчас вы согласны переселиться на кухню. Но вы человек в возрасте, вам нужен покой. А если будут приходить гости? Через полгода, год, как вы будете выходить из этой ситуации? Да никаких проблем не будет. Ребенок будет жить, нормально развиваться, гости будут приезжать и уезжать. Ведь мы и раньше жили в коммунальных квартирах, и детей растили, и гостей принимали. Спасибо, у меня больше нет вопросов. Есть ли еще вопросы к свидетелю? Если вы переделаете кухню под жилую комнату, можно ли будет там организовать спальное место? Ну, конечно, у нас большая кухня, там стоит диван. Мы сделаем из кухни гостиную комнату. Есть ли еще вопросы к свидетелю? Вопросов нет. Спасибо, свидетель. Можете занять место в зале. Суд переходит к исследованию материалов дела. Истица и ответчик состоят в зарегистрированном браке с 12 января 2001 года. Акт обследования жилищно-бытовых условий, из которого видно, что истица с детьми проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире, расположенной по улице Линейной, 35, квартира 43, принадлежащей ей на праве собственности. Двое несовершеннолетних детей занимают отдельную комнату, в которой имеются 2 спальных места и места для подготовки уроков. Из представленной характеристики на детей девочки по месту учебы также характеризуются с положительной стороны – отличницей. Мама девочек уделяет много времени их воспитанию и развитию. Истица по месту жительства и работы характеризуется исключительно с положительной стороны. Справка с места жительства истицы, из которой видно, что по вышеуказанному адресу она проживает с 2 детьми. Копии свидетельства о рождении детей. Справки с места жительства. Ответчик проживает вместе с матерью-пенсионеркой. Акт обследования жилищно-бытовых условий ответчика, из которого видно, что проживает в благоустроенной двухкомнатной квартире, расположенной по улице Гагарина, 87, квартира 11. По месту жительства ответчик характеризуется с положительной стороны. Ответчик получает заработную плату 25 тысяч сомов в месяц. По месту работы ответчик также характеризуется с положительной стороны. Его коллеги отзываются о нем как о порядочном и ответственном профессионале своего дела. По месту жительства Асанов характеризуется с положительной стороны, как заботливый отец, отзывчивый сосед, почитающий старших и уважающий младших. Уважаемые участники процесса, имеются ли у вас дополнения и ходатайства? Дополнений и ходатайств не имею. Ваша честь, ходатайств и дополнений не имею. У меня нет дополнений Я тоже и не ходатайств. имею, Ваша честь. Переходим к прениям. Истица, вам предоставляется слово. Ваша честь, я поддерживаю исковые требования. Прошу расторгнуть наш брак и после расторжения брака определить место проживания 2 несовершеннолетних детей со мной, по моему месту жительства. Я надеюсь на справедливое решение суда. Адвокат истицы, вам слово. Уважаемый судья и участники процесса, как установлено в судебном заседании, стороны прекратили супружеские отношения еще в 2013 году и сейчас настаивают на расторжении брака. В соответствии со статьей 23 Семейного кодекса Кыргызской Республики суд расторгает брак, если будет установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными. При решении вопроса о том, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, просил бы суд определить проживание детей с Истицей Асановой.
Ведь Асанова имеет в собственности двухкомнатную благоустроенную квартиру, постоянное место работы, хорошую заработную плату и в состоянии обеспечить детям достойный уход и воспитание. Кроме того, по месту жительства и работы истица характеризуется исключительно с положительной стороны. Уважаемый судья, я считаю, что будет неправильно разлучать сестер, так как это может отрицательно отразиться на психическом и физическом здоровье детей. С учетом изложенного выше, а также принимая во внимание заключение отдела по поддержке семьи и детей и руководствуясь Семейным кодексом и Кодексом о детях Кыргызской Республики, прошу расторгнуть брак между супругами и определить место проживания детей с матерью, Асановой Айгерим. Спасибо. Садитесь. Слово предоставляется ответчику. Ваша честь, я согласен на расторжение брака. Я сам вырос без отца и знаю, как это тяжело. Я не хочу, чтобы и мои дети так страдали. Но все же я настаиваю на том, чтобы младшая дочь жила со мной. Ведь у нас равные с истицей права. Я хотел бы видеть ребенка каждый день. Я же как отец имею право видеть, как растет ребенок и принимать участие в ее воспитании. Почему все права на стороне истца? Ведь я развелся с Айгерим, а не с детьми. Адвокат ответчика, вам слово. Уважаемый судья, в судебном заседании установлено, что ответчик согласен на расторжение брака, а также он согласен с тем, чтобы старшая дочь осталась вместе с матерью. Что касается младшей дочери, Назгуль, то после расторжения брака он просит определить ее место жительства вместе с ним. А у ответчика, так же как и у истицы, благоустроенная двухкомнатная квартира, заработная плата 25 тысяч сомов, свой бизнес. По месту жительства и работы он характеризуется только с положительной стороны. Он проживает с матерью-пенсионеркой. В прошлом она педагог, и в отсутствие ответчика она могла бы присматривать за детьми. Роль отца в жизни детей тоже имеет немаловажное значение. Отец не меньше матери любит своих детей. Мы убедились, что ответчик тоже очень любит своих детей, и он привязан к ним. Он готов создать для ребенка все условия, выделить ей отдельную комнату. Он намерен в будущем построить свой дом. Я прошу суд расторгнуть брак между супругами. И с учетом того, что родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении своих детей, определить проживание младшей дочери Назгуль с отцом по его месту жительства. Спасибо. Садитесь. Будут ли у сторон реплики? Нет, Ваша честь. Нет реплик. Нет. Суд удаляется в совещательную комнату. Прошу встать. Айгерим Асанова против Бектура Асанова. После развода и раздела совместно нажитого имущества Бектур Асанов хочет, чтобы одна из дочерей постоянно проживала с ним. Но Айгерим Асанова считает, что обе дочери должны жить с матерью. К какому решению придет судья, увидим прямо сейчас. Прошу встать, суд идет.
Оглашается резолютивная часть решения. Суд в составе председательствующего Базаркулова, пресс-секретаря Алмазбековой, с участием сторон, адвокатов Мусуралиева и Сардарбековой, также представители отдела по защите семьи и детей районного управления социального развития Рыскуловой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Асановой к Асанову о расторжении брака и определении места жительства детей, руководствуясь статьями 197, 201 Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики, решил исковые требования Асановой удовлетворить, расторгнуть брак между Асановой Айгерим Мыктыбековной и Асановым Бектуром Исмаиловичем, зарегистрированный районным отделом ЗАГС 22 апреля 2001 года, актовая запись номер 1213. При выдаче свидетельства о расторжении брака взыскать с Асанова Бектура Исмаиловича госпошлину в доход государства в размере 1000 сомов, Асанову Айгерим Мыктыбековну от уплаты госпошлины освободить. Определить место жительства несовершеннолетних детей Эльвиры, 14 декабря 2003 года рождения, и Назгуль, 8 июля 2005 года рождения, по месту жительства матери Асановой Айгерим. Решение может быть обжаловано в течение 30 дней в апелляционном порядке. Садитесь. Разъясняю решение. К такому решению суд пришел, во-первых, учитывая заключение представителей ОПСД, где говорится, что несовершеннолетние девочки желательно должны быть рядом с матерью. Юстиция создала все необходимые для детей жилищные условия. Также, со слов младшей дочери, ясно, что она вместе с сестрой Эльвирой готовится к урокам и ходит в школу также вместе, где работает их мама. При этом, со слов истицы Айгерим Асановой, она никогда не препятствовала и впредь не будет препятствовать общению отца с дочерьми и участию в их воспитании. Вам понятно содержание решения? Да, понятно. Да, Ваша честь. С решением можете ознакомиться через 5 дней. Судебное заседание объявляется закрытым. Я безмерно благодарна суду, что оставили моих девочек жить со мной. Моей единственной целью было это. Я же мама, а разделять детей с матерью нельзя. Я не представляю свою жизнь в дальнейшем. Земля уходит из-под ног. Но я буду делать все ради счастья моих дочерей. Kızlarım vallahi tamam.